Сейчас у школьников длинная череда выходных дней, а впереди летние каникулы. Большинство ребят предоставлены сами себе. А в летние месяцы, когда на дворе будет погожая погода, ситуация станет еще более неспокойной. Медики, сотрудники автоинспекции и управления ГО/ЧС призывают родителей по возможности не оставлять отпрысков без присмотра. Ведь в такие периоды возрастает количество несчастных случаев. Дети падают из окон, получают сильнейшие травмы во время катания на велосипедах и скейтбордах, попадают под машины. Это только малая толика опасностей, которые подстерегают юных жителей Коми. Елена Кононова расскажет подробнее. Загипсованные и перевязанные руки, сломанная нога на вытяжке. Такая картина для травматологического отделения ДРКБ привычна. Сюда со всей республики поступают дети с различными травмами. У каждого своя история. Кого-то собака покусала, кто-то на велосипеде сальто делал, а этот мальчик на бревнах попрыгал. Теперь ему не до подвижных игр. У сыктывкарки Ирины Глобинок сюда попала 7-летняя дочка. В пятницу ребенок вышел минут на 40 погулять. Я пришла с работы, отпустила ее немного погулять. Нет и нет, выхожу, завела домой, следом захожу, у нее рука висит. Ну как висит, она вот держит ее так, дотронуться больно. Думаю, может быть ничего, сполоснула все. И понимаю, что надо вызывать скорую. Вызвали скорую, попали в травматологию, сделали снимок. Перелом. Сегодня в отделении 28 человек. Бывает, достигает до 40. Самая горячая пора для здешних специалистов – школьные каникулы. Для каждого сезона есть свои опасности, говорят медики. Если зимой ребята травмы получают во время катаний на ватрушках, то летом дети переходят на самокаты, ролики и скейтборды. Начинается асфальтовая болезнь, как говорят сами врачи, ведь чаще всего у ребят нет защиты. Он должен быть в наколенниках, налокотниках и обязательно в шлеме. В Европе это норма. У нас почему-то это не принято. Хотя это безопасность наших детей, и это на самом деле очень важно. Если ребенок в шлеме упадет, то он не травмирует себе голову. Врачи повторяют снова и снова. Нужен строгий родительский контроль за детьми, особенно за подростками. Многие из них не осознают последствия за свои поступки. Вот один из свежих примеров. В конце апреля в республиканскую больницу поступил 14-летний мальчик с закрытой черепно-мозговой травмой. На него упал кирпич, когда он с другими детьми играл в заброшенной сыктывкарской многоэтажке. Особое внимание требуют и самые маленькие, которые только-только начинают знакомиться с миром. Малыши проглатывают мелкие предметы – монеты, сережки, батарейки, хватают чашку с горячим чаем со стола, опрокидывают на себя кипящий чайник, суют палец в розетку, а еще пробуют различные химические жидкости. Наиболее часто это, конечно, уксусная кислота, потому что она наиболее доступна. А ожоги бывают очень тяжелые. Жидкости для очистки унитазов, духовок, щелочные ожоги – это вообще очень сильные ожоги получают дети. Поэтому в доме, где есть маленький ребенок, надо убрать все опасное в зоне доступа, следить за каждым шагом. Маленький непоседа может и на ровном месте споткнуться, а с наступлением тепла появляется еще одна опасность – открытые окна с сеткой. Один несчастный случай в Коми в этом году уже есть. В Воркуте с 5-го этажа упал 3-летний мальчик. Врачи напоминают, есть специальные фиксаторы, которые уберегут малыша от падения. А вот предотвратить несчастные случаи на дороге помогут прежде всего профилактические беседы с детьми. В Сыктывкаре, например, за 4 месяца этого года произошло 12 ДТП, где ребята получили различные травмы. 9 из них на пешеходной дорожке. Мы советуем еще раз и детям, и родителям обязательно проводить вот такие минутки безопасности и напоминать детям каждый день перед выходом по 2-3 раза в день перед выходом их из дома, чтобы, подходя к дороге, дети еще раз убедились в своей безопасности, посмотрели по сторонам и начинали свой переход только после полной остановки всех автомашин. Сотрудники ГО/ЧС, в свою очередь, тоже предупреждают. Родителям необходимо смотреть за детьми, чтобы те не жгли костры и прошлогоднюю траву. Это может не только закончиться пожаром, но и сильными ожогами, в лучшем случае. Ну а летом еще одна опасность ребят подстерегает на реках. То есть это в первую очередь опасности, связанные с купанием детей, с купанием в несанкционированных местах, купанием без присмотра родителей, без присмотра взрослых. Соответственно, на водоемы идут от мала до велика, умеют плавать, не умеют плавать. Связано это также с тем, что купаются, к
сожалению, не всегда в установленных местах, где есть обследованный рельеф дна, очищенное дно и так далее. Статистика за 2020 год, который нас порадовал жаркими днями, печальна. Вода унесла жизни 8 детей. Трагедия случилась только потому, что на пляже они находились без взрослых. Поэтому родители должны всегда помнить, в их руках не только здоровье, но и зачастую жизнь самого родного человека на земле. Елена Кононова, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган.